Для вас не секрет, что многие, и в том числе общественники, и блогеры, и пишут, и возмущаются по поводу того, что этот закон не полностью исполняется, что исполняется он только частично. Вот ваш комментарий, причины его неполного исполнения и как скоро мы придем к тому, что он будет исполнен вполне. Каждый, естественно, и имеет право, и обязан об этом говорить. Почему? Потому что закон там издавался для того, чтобы он был исполнен. Есть реабилитация народа, есть вопрос, там, то, что вы сейчас говорите, территориальная реабилитация. Но, знаете, я здесь с учетом точки зрения, каждый же говорит с учетом своей позиции, там, да, и с точки зрения его видения ситуации. Если брать там ряд общественников наших, которые там тоже понимают, почему закон не может сегодня там, только по отношению там, к нам, там, именно к ингушам, ну и других народов не может быть полностью исполнен. Даже при наличии там, полного там, законодательного там, акта или там, законности самого процесса. Это время. Кто-то говорит, что слишком много времени прошло, почему не выполняется. Кто-то ссылает на другие постулаты, на другие вещи. Но все равно всему есть свое время. И сегодня мы вышли на этап, когда мы реабилитированы. Мы развиваемся, мы поднимаемся. А остальная тема, там, которая не завершена по этому закону, ему тоже есть свое время, наверное. Почему? Потому что я здесь соглашусь с мнением там, Владимира Владимировича Путина, из политики администрации президента Российской Федерации, что конфликтных ситуаций очень много в стране. И если бы была только одна тема, там, конечно, для государства было бы легче с этим справиться. Но таких проблем очень много. Их более 2000 вот этих конфликтных ситуаций. Да, кто-то сейчас послушает и скажет, а нам какое дело до этого? Тоже имеется вопрос, но нам нет дела до этого. Но большая администрация есть до этого дела. Если здесь где-то там пойти на то, чтобы да, по закону исполнить и все остальное, то значит, вот этот процесс надо запустить везде. И у нас тогда начнется та же процедура, которая была, или тот же процесс, который был при развале Советского Союза. Каждый пытался схватить там свой кусок, свою нишу. Для меня, как руководителя республики, это же, опять же, смотрите, на каждого вешали эти ярлыки. И сегодня пытаются. То есть, если политическая сторона, например, вот Руслан Аушев продал там то-то, то-то, то-то. Вот Мурат Зязиков продал то-то, то-то. Или же Мурат Зязиков ушел с должности в 2008 году от того, что он не хотел продать пригородный район. То есть получается, я или Руслан Аушев, мы хотели продать пригородный район. Так получается. Нет, конечно, никто не продает, никто не отдает. Сегодня район находится под юрисдикцией Северной Осетии. И жители там живут, и мы сегодня работаем над тем, чтобы жители пригородного района, независимо там, и мест компактного проживания, ингушской, осетинской национальности, чувствовали себя свободными гражданами страны, чтобы им было комфортно. Поэтому мы поддерживаем, правительство республики поддерживает там предложение руководства Северной Осетии по отдельной программе по социально-экономическому развитию этих мест компактного проживания, по трудоустройству этих людей, по развитию там совместного бизнеса. И в этом плане, конечно, или я, или любой руководитель над этим будет стоять и будет в этом направлении работать. А сам закон до конца, когда будет исполнен, это процесс, это время. Как оно придет? Почему? Потому что никто не ожидал 22 февраля, когда люди ложились спать, никто не ожидал, что 23 февраля 1944 года рано утром их поднимут и выселят. Никто в это не верил. До этого какие-то там разговоры, слухи, никто не верил в это. Но оно случилось. И случилось это по воле Всевышнего. И я думаю, что и остальное все случится по воле Всевышнего внезапно и для нас, и для осетин, и для любого другого народа. Но в сегодняшней ситуации мы должны поднимать свою республику, развиваться, жить в добрососедских отношениях и делать все, чтобы и ингуши, и осетины в местах компактного проживания, и не только, жили в хороших добрососедских отношениях и совместно развивали и предпринимательство, совместно участвовали и в трагедиях, и
праздниках друг у друга, как это бывало раньше, и не делили вот эту землю на свою или на чужую. Чтобы они жили, чтобы развивались. А остальное все со временем улежится.